Ассаламу алейкум, дорогие братья и сестры мои, пожалуйста, послушайте это видеоролик до конца. Я постараюсь, чтобы свои личные мнения говорить. Извини за мои русский, сколько смогу, буду говорить. Изнутри стараюсь, чтобы вы говорили то, что мне сейчас больно. Сейчас не только меня, все таджикские народы больно, да. Одно момент скажу, спасибо большое блогерам, русские девушки, пацаны, которые сейчас делают видеоролик, поддерживают наш народ, таджикский народ. Я до этого сделал 2 видео на таджикском, сейчас почему на русский я сделаю? Я ждал 2 момента. Одного момента скажу сейчас. Русская община именно Андрей Ткачук. Я 2 дня ждал, я говорю, может быть, какой-нибудь ролик делать для поддержки народа Таджикистана, для нашего маленького комедиана, который был убит хладнокровно из рук террориста, из рук фашиста. Как наши лидеры говорят, почему наши говорю, потому что мы в России живем, наши дети здесь кормят, семья. Почему наши лидеры говорю, хоть Владимир Путин, Эмомали Шариф Рахмонов всегда говорит, у террориста нету нация. Почему это 15-летний мальчик сколько ненависть к таджикам, к узбекам, к киргизам, да? Потому что они смотрят ваши ролики, потому что они испытывают то, что вы делаете. Когда взрослые про мигрантов плохо говорит, вы взрослые люди, вы адекватные люди, якобы, да? Сколько плохо о мигрантах говорите. Вы не видите ничего хорошего от нас. Почему вы не видите? Мне очень больно, клянусь Аллахом, мне больно. Послушайте до конца. Почему я этого говорю? Потому что Россия и Таджикистан много веков уже дружат вместе. Почему? Потому что мы уже почти один культура. Потому что мы сейчас поддерживаем друг друга. И с 41 году до сегодняшнего дня Вклад таджиков в победу в Великой Отечественной войне невозможно переоценить. Из 1,5 миллиона жителей Таджикской ССР более 300 тысяч ушли на фронт, и свыше 100 тысяч не вернулись домой. Таджики участвовали в обороне Бреста, Киева, Ленинграда, в битве за Москву и Курскую дугу. Таджикская ССР отправила на фронт миллиарды рублей, тысячи тонн продовольствия, теплой одежды и медикаментов. 55 тысяч таджиков были награждены, 65 стали героями Советского Союза. Их подвиг навсегда останется в нашей памяти. Именно Российская Федерация против фашизма. От 41 года до сегодняшнего дня сколько героев погибли в интерес России. А сейчас погибает, защищает интерес России. В зоне специальной военной операции воюет более 10 тысяч таджиков, поддерживающих Россию. Во главе командир Тахир Джон Хошимов. Наш командир Тахир Джон всегда нам говорит, что Россия — это наша вторая родина, и что мы должны, обязаны зарастать. Это наш долг, наша честь и достоинство. Мы таджики, команда Тахирджона Хошимова. Каждый день становимся все сильнее в нашей поддержке России. Мы победим, победа будет за нами. Россия, вперед! Таджикистан, побед! Слава нашему командиру Тахирджону Хошимову. Его слово закон, он наш лидер. Мы даже их не боимся, даже дронов, даже стрельбов. Мы идем вперед. Мы будем за Россию всегда. Мы идем вперед. Получит приказ наш командир, штурмовый батальон, позывной горец. Таджики, да? Почему русские общины этого не видят? Почему хоть один ролик не показывает, что вы, вот таджики, герои, таджики, сколько сейчас на СВО таджики, сколько показывает, сколько вот таджики поддерживает, хоть морально, хоть физически, хоть материал, сколько поддерживает СВО, этого не показывает. Только мигранты такой, только, да, я сейчас видел видеоролик одного момента, когда девушка, вот женщина русская плачет. Я как сейчас отпускаю своих детей на школе. Все уже видели новость о том, что случилось в школе Воденцова. Я просто в ахуе, я не знаю, это так страшно, это пиздец какой-то. Просто ребенка своего отправляешь в школу, и
По сути, он вообще не в безопасности просто. Как тебе отправлять вообще детей куда-то? Именно поэтому я хочу, чтобы мои дети учились удаленно. Не потому что я не поддерживаю там нашу систему образования, да потому что никакой безопасности. Видите этих охранников, которые сидят в школе? Ну это просто капец. Да, я готова херашить, работать только ради того, чтобы просто обеспечить своим детям какое-то образование онлайн. Даже пусть пофиг сидя дома. Нафиг это общение. Да, я понимаю, что да, не убережешь там от всех бед, и это жизнь. Ну, блядь, когда ты видишь, такое происходит, ты хочешь сделать максимально что-то ради безопасности своих детей. Я уже боюсь, я хочу, чтобы дистанционно учили, я хочу уже онлайн. Боится, да. Для того, чтобы сейчас не бояться, надо раньше было чуть-чуть думать. Вы когда вот это про таджиков, про узбеков плохо говорили, надо тогда сказать, вы куда смотрите? 41 году, где вот кто нас помогал, кто был рядом со мной? Сейчас в СВО, кто рядом со мной, обязательно таджик же есть. Надо это момента говорить, потому что дети, они хрупкие, они маленькие, испытывают сейчас все этого. Потом начинается внутри их ненависть. Это почему я говорю фашист, почему я говорю террорист, потому что они смотрят, может быть, кто-то другое место их поддерживает, кто-то другой их обеспечивает. Я не буду никого сейчас обвинять. Просто обидно одного момента. Почему русская община, хоть Андрей Ткачук, я плохо о вас не буду говорить. Я не говорю, что это 15-летний мальчик, ваши дети или родственники. Просто вот то, что вы делаете против мигранта, против... Сейчас из Индии сколько мигрантов идут. Вы про нас говорите, они русские не понимают, они культуру не понимают. Я про индусов ничего не хочу говорить плохо. Сколько индусов идут сюда, да, на место таджиков, узбеков. Хоть они знают русский язык, хоть понимают культуру вас, хоть они сейчас на СВО, хоть они были от 41 до сегодня рядом с вами. Я не говорю, чтобы, да, мы сделали, вы что-то нас должен. Мы вас любим. Много русских друзей у меня очень много, которыми общаемся, поддерживаем друг друга. Ну, раскол идет изнутри страны, раскол идет, ненависть к нас. Ненависть к узбекам, ненависть к таджикам изнутри. Это наоборот плохо. Почему я этого говорю? Например, один таджик утром пойдет на СВО, на задание, да, где-то должен защищать интерес России, где-то защищать русским пацанам, другие, которые воюют там прямо. Он утром пойдет туда, вечером придет, на место того, чтобы, да, смотри, вот таджики, спасибо поговорить, а смотрит русская община видеоролик про таджики плохо. Утром он пойдет, как воюет. Нет, конечно, от души не воюет, не защищает. И начинает плохо думать. Сейчас, как никогда, мы должны вот так вместе. Не то, что вы плохо говорите. Простите, ребята, я на русском очень плохо, я старался что-то говорить. Дай Аллах сабр. Погибшего этого ребенка, Комильджона. Ребята, давай будем вместе, давай плохо друг друга не говорим. Россия и Таджикистан всегда были вместе. И иншаллах до конца тоже будем вместе. Ребята, послушайте, очень прошу, не делайте плохие выводы. Воспитывайте своих детей. И скажите, пусть любят друг друга. Мы все люди, по одно небо. Хоть кожа другой, хоть цвет другой, хоть культура другой. Но понимаем культуру России, поддерживаем Россию. И вы тоже нас поддерживаете. Очень прошу. Вот это глава русского общины. Не делайте плохо. Видите, то, что вы делаете, вот дети вот исполняют. Знаете, еще сейчас этого мальчик, то, что был, уже вышел и сделал. Может быть, сколько еще ненависть. Я на телеграм видел. И радуется. Я знаю, они это фашисты. Я знаю, что они специально делают. Это не русский. Русский человек до такой степени ненависти внутри нету. Потому что Владимир Путин всегда говорил. Разжигание межнациональной розни запрещено законами Российской Федерации. Это хорошо, и все это помнят. Но некоторые партии во время предвыборной кампании, в этой кампании, значит, открыто пропагандировали лозунги типа «Россия для русских». Вот мой вопрос. Почему же этим партиям было разрешено, значит, выступать такими предложениями, такими
вот суждениями по телевидению. Я благодарю вас. Для такой страны, как наша, вопрос, который вы задали, имеет особый приоритет. Вот тот, кто говорит «Россия для русских», знаете, трудно удержаться, чтобы не давать характеристики этим людям. Это либо непорядочные люди, которые не понимают, что говорят, и тогда они просто придурки, либо провокаторы. Потому что Россия многонациональная страна. Что такое Россия для русских? Они что, выступают за отделение отдельных территорий от России? Хотят распада Российской Федерации? Чего они добиваются, подобные деятели? Ответ здесь понятен. Скорее всего, это провокаторы. Люди, которые хотят нажить какой-то дешевый капитал на каких-то проблемах. Хотят показать себя радикалами и что-то здесь приобрести. У нас есть соответствующие статьи в Уголовном кодексе. Прокуратура должна реагировать на проявления подобного рода. Россия многонациональная страна. Здесь нету русский, таджик, узбек, татарин. Мы вместе. Сейчас война идет. Сейчас тяжелый момент. Как никогда мы должны быть вместе. Когда мы вместе, мы не победим. За это, ребята, перестаньте все это заниматься фигней. Очень прошу. На концовке я на таджикски говорю. Бачаҳои азиз, шумо меге видео намекунем, мо видео кунем чӣ кунем? Агар мо видео кунем, ҳозир 4 та гап бизанем безеб аз масъалаи русо бо 4 та бачаҳои худму ман пас намезанам. сарвайрон мераванд, гудак ягонча мекушанд, ягон тайяра мекушанд, бо ҳоли тоҷик бадтар бадтар мешавад. худованд раҳмати мағфиратш куна, сабр ба аҳли байдаш, илтимос, сад илтимос, эҳтиёт боше. иншоаллоҳ ҳозир ин видеоролики ҳоҷи маъруф гӯш кардам, беҳад гапҳои хушрӯ гуфт. яъне ки илтимос, сад илтимос, сарҷамъ бошем, якҷоя бошем, накунем раскол байни ҳамдигар. ҳой паҳат кард ин кора. ну иншоаллоҳ қиёматши ободаи гудака аҳли байша сабр бития, бачаҳо ҳуштуна дар сарту бигире, ҳар ки ҷо боше. худованд хайртон тия. ҳар чӣ кардам ба хотири худо мекунам, ба хотири миллати азиз мекунам. ман тоҷикам, гарчанде россия зиндагӣ мекунам, тоҷикам, мусалмонам, дилам месӯзад албатта. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. ба хотири худо сабур бошед, ҳамаш хуб мешавад.